Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую вам велике за то, что вы есть, бо в этот страшный час надзвычай важно, каб наш бело-чырвоны белы-сцяг был в центре Варшавы, бо зараз вельмі кепска. Вось покуль мы тут с вами стояли, Радио Свобода дала чарговую навіну про Польшу, что там за бюрократичных помылок в изолятор поместили группу туристов с Беларуси. Это наступство перекрытия межи. Людям худшее за все поставят штампы, что они не могут ехать в Шенген. И это снова-таки одна из таких кропок, которая показывает, что тое жыццё, до якого мы призваіліся до Польши, она крыху уже начинает меняться. Я атрымалась так, выпадкова стал сведком двух акций, покуль у нас тут акций не было. Солидарность збирала митинг на Замковым, каб эдукация была по-польску, и вы все ведаете, что по всей Европе прошли марши в падтрымку палестинцев. Я бачил этот марш, который шел по Варшаве. И калі цікавая реакция людей, которые выпадкова проходили мимо митингов, калі яны падтрымлівалі вот гэтыя выступы настаўніц польскіх, которые распавядалі, якая сёння адукацыя навязваецца Брюсселем, а там сапраўды жахлівыя рэчы гучалі, натуральна так не мусіць быць, то так атрымалось, что практычна ніхто з тых мінакоў, которые бачылі этот марш, его не падтрымліваў. Але рэчаіснасць такая жорсткая, что я боюсь, что поляки не доможутся своей польской адукации. А тыя лозунги, которые гучали в Советском Союзе, и якія нам еще школьникам внушали, все гэтыя свободы Анжелы Дэвис, свободы палестинскому народу, яны будут просовываться в жыццё. Бо такі зараз жорсткі свет. И что зараз меня найбольш не задавальняе? Уже 7-й раз, калі старого злочинца Лукашенко, который знішает на вышах всего света белорусскую нацию, и все к этому звыклись, его уже 7-й раз нахабно, цинично, праз розныя дзіркі легімітызуюць. Бо все уже бачаць, якія злачынства в Беларусі, и тое, что адбываецца сёння, гэта просто зноў забіццё нацыі і забіццё людзей. Бо на меня крыўдзіліся, але ж я казал гэта и буду казаць. Той бардак в свете, он пачался с того, что в Беларуси незаконно была усталявана диктатура. И практично наше змаганне, оно было чисто белорусское, и оно будзе. Шмат что отбывается. Думаю, что для самозахавання беларускай дыаспоры трэба было бы быть значна зараз прасцей, асабліва пасля інтэрв'ю Келлага, які растлумачыў, што амерыканцы робяць Менску. Это было зразумела і раней. Добра, хоць кагосьці вызвалілі. Кепска, конечно, то, что цалкам ГБ переиграла по всему террору и политичных репрессиях в Беларуси, потому что такого террора не было 50 годов. А ж про это практично молчать. А ж мне здаецца, самозахаванне зараз беларускай дыаспоры, оно включает в себя только один элемент. Склавшейся ситуации, все акции, якія адбываюцца, все саммиты, все астатнія конференции, яны маюць один только политичный сенс. Калі в той жахливой ситуации, якая есть с политвязнямі в Беларуси, она абсолютно жахливая, все-таки удастся собрать некий съезд, конференцию серьезную и просто обвестить Миколу Статкевича одним лидером белорусской оппозиции. Потому что я все больше и больше бачу эффект Миколы Статкевича. Коли вот тая хлусня, которая уже загнала вас за межу, которая привела до того, что шлях расчищен был российским танком на Киев, людей примушают жить в гэтым. И гэта найбольш небяспечна тым, кто живе в гэтай хлусні, бо хлусня забіваецца. Лукашенко при владе еще по вельмі простой причине, что чамусьці свет спокойно ставится до террористов. Лукашенко террорист, он знищает белорусскую нацию. Путин террорист, он знищает Украину, он хочет знищить іншыя народы. И они абсолютно нормально сёння адчуваюць. И самое жахливое, что гэтая террористичная атака Хамаса, и она так само, как вы бачите, приносит поспех. Калі миллионы европейцев выходят
за Палестину. Такі сёння жорсткі свет. Ці есть альтернатива, натуральна ёсць. Альтернатива к этому бардаку только одна. Это люди. В нашем выпадку белорусы. Іншего не будет. Тут уже казали, что такое Беларусь. Беларусь, это в первую чергу, это белорусы. Это не Лукашенко, який знішает нацию. Не ты, кто ее продає и сдає, а ты, кто есть белорусы. И сегодня в этот добрый день еще есть маленький променьшик. Все-таки радости и сподіву на будущем. Бо сегодня день народження Вацлава Гавела, великого європейця, якому ми так само обов'язані, бо він був вельми прихильником белорусского народа. И он вельми добро ставился до Беларуси и до белорусов. И нават сегодня, коли тяжко, пригадываем, что в страшные часы Чехословаччины, коли никто не верил, коли никто не думал, что Гавел станет президентом, все равно никто не мог отменить то, что колись будет в Беларуси. Что добро переможет зло, а люди перемогут нелюди. Бо нават за месяц до Аксамітової революції, яка врешті-решт зробила Чехословаччину вольной, а Гавела президентом, никто на вас, чешских диссидентов, не верил, что в той краине будут перемоги. Тому у нас есть только один обовязок в замеші. Это накольки Максима подтримливать свой белорусский народ, и накольки Максима верить в его моц, упартость, а не в чужие схемы. Бо белорусам треба не только выжить, белорусам треба перемогши. Я сподіваюся, что так и будет. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава нации!